čuštlis, kodi bytis, verdi sūdis šivni maidni, jāzeleģlis. «14 ноября 1931 года в Новосибирской области в деревне Орский Бор в семье служащего родился мальчик. Имя ему дали в честь исторического героя Юрия Долгорукова. Когда сыну исполнилось всего 1 год, семья переехала в Коми-республику, в Ударский район. Во время учебы в Косланской средней школе юноша с большим желанием посещает литературный кружок «Пионеры Удары», где начинает закладываться фундамент литературного таланта будущего поэта и прозаика Юрия Васютова. В 1948 году, после окончания 8 класса, юноша поступает на курсы радистов. А спустя 2 года он пишет первое свое стихотворение, которое опубликовал на страницах журнала «Войву Коджу». С 1951 по 1954 год Юрий Васютов служил в войсках Министерства внутренних дел в городе Рига. Своей будущей супруге Римме Афанасьевне он писал письма, как небольшие сочинения, пронизанные особой теплотой и нежностью. На одной из своих армейских фотографий он посвятил такие строки: «И далее открывает перед взором все то знакомое, о чем желаешь». После службы в армии закончил среднюю школу, а позднее институт политологии. В 1956 году Юрий Константинович Васютов назначается на должность директора районного дома культуры в селе Кослан. Здесь проявились его способности не только как умелого руководителя, но и талантливого сценариста и режиссера театральных постановок. Каждый спектакль, поставленный Юрием Васютовым, венчался большим успехом у зрителей. Не только зрители, но и самодеятельные актеры получали огромное удовольствие от своих выступлений. Это был нелегкий, но очень интересный и насыщенный творческими идеями жизненный период, который ознаменован началом его творческой деятельности в литературе. Юрий Васютов обладал многогранной широкой натурой, безгранично наполненной любовью ко всему окружающему его миру. Он видел в нем те тонкие струны, которые помогали ему преодолевать все трудности в жизни и вдохновляли на творческий поиск. Юрий Васютов работал организатором на местном радио, где в эфир выходили его передачи, в редакции «Вильтует», тесно сотрудничал со школой. Творческие встречи с учащимися всегда были интересными и запоминающимися. Где бы ни находился Юрий Константинович, он всегда пропагандировал любовь к народу, к коми-земле, к родному языку, необычайно бережно относился к слову. С 1973 года является членом Союза писателей СССР. В 1978 году Юрий Васютов становится заместителем председателя правления Союза писателей Республики Коми, а с 1996 года член Союза писателей России. Юрий Константинович был одним из создателей республиканского праздника Коми-книга. Талантливый поэт, прозаик, детский писатель. Он писал стихи и рассказы о родном крае, о сельских людях, о своем детстве, о любви. Для детских произведений присущий добрый юмор и мягкая назидательность. При жизни Юрия Васютова в свет вышло 16 книг, а совсем недавно появилась новая, 17-я по счету, «Шигудака Шорьяс».
мене чуштли.